Антикитайские протесты продолжаются по всему Казахстану. Люди выступили против китайской экспансии в Нур-Султане, Актобе, Алматы, Чимкенте и многих других городах. Тысячи протестующих, недовольных политикой властей в отношении Китая, держали в руках плакаты с лозунгами «Нет китайским проектам» и «Мы не допустим китайской экспансии». Жители Актобе потребовали от властей прекратить выдавать разрешения на строительство китайских заводов и предприятий. Ранее было объявлено о предстоящем визите Касым-Жомарта Токаева в Китай, который состоится 11 сентября. Народ призвал правительство страны прекратить получение китайских кредитов. Китайское правительство продолжает перевозить китайцев в Восточный Туркестан, где переселенцам предоставляются все возможности для беззаботной жизни. Если 10 лет назад на базарах, дорогах и улицах Восточного Туркестана практически невозможно было увидеть китайцев, то сейчас ситуация кардинально изменилась. По последним данным, в отличие от заработной платы уйгуров, трудящихся в тяжелых условиях за 250 юаней, китайцев устраивают на фирмы, где они получают по 10 тысяч юаней в месяц. В случае женитьбы на уйгурке государство безвозмездно выделяет китайцам 100 тысяч юаней, квартиру, автомобиль и гарантирует трудоустройство. По прошествии 3 месяцев с начала протестов против законопроекта об экстрадиции, глава особого региона Китайской Народной Республики Кэрри Лэм официально сообщила об отмене законопроекта. После принятия данного решения управлением Гонконга, протестующие, не покидавшие улицы в течение 13 недель, отпраздновали победу с лозунгами «Мы вернули Гонконг» и «Революция нашего времени». Местные СМИ сообщают, что некоторые группы относятся к решению властей с недоверием. Вместе с отменой законопроекта подорожали и акции Гонконга, сделав тем самым Гонконг лидером развивающегося рынка акций. Пресс-атташе пакистанской армии генерал Асиф Гафур заявил, что Пакистан пытается решить индокашмирский конфликт мирным путем и подчеркнул, что в странах с ядерным вооружением нет места войне. Во время пресс-конференции Гафур напомнил, что после отмены закона, гарантирующего Кашмиру особый статус, Индия увеличила давление на жителей региона. Иран заявил, что начиная с пятницы прекратит выполнение некоторых обязательств, содержащихся в ядерном соглашении. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что переговоры с Евросоюзом не дали результатов и сообщил, что Тегеран перестанет выполнять часть условий соглашения, подписанного в 2015 году. Решение властей Ирана касается ограничений на обогащение урана и ядерные разработки.